Уфимская пенсионерка осталась в прямом смысле без крыши над головой. Барак, в котором жила женщина, признали аварийным еще 5 лет назад. Сам дом медленно, но верно падает. Почему он до сих пор не снесен и как человек, имеющий прописку и свое жилье, может быть бездомным, знает мой коллега Радмир Азнабаев. В этой скромной однушке Гузель Валишева на птичьих правах живет уже 3-й год. Пенсионерку приютила подруга, но через 2 недели ей придется искать новую крышу. Примечательно, что у Гузель Хатмуловны имеется собственная квартира, но жилье уже 5 лет как непригодно для жизни. Экспертная независимая комиссия нам вынесла такое решение. Суд в конечном итоге постановил, что дом создает угрозу для жизни граждан и подлежит сносу. Признание дома аварийным пенсионерка добилась через суд. Гузель Хатмуловна является малоимущей. Ее поставили в очередь на получение жилья, так как женщина, которая, кстати, инвалид 3-й группы, осталась в прямом смысле на улице. Далее она обратилась в Ленинский районный суд, чтобы ей выделили хоть какую-то крышу над головой вне очереди. Но суд первой инстанции отказал. Причина – иск не в ту администрацию. Первый раз в суде первой инстанции я написала, что администрацию третьим лицом написала, а администрацию Ленинского района написала ответчиком. Гузель Хатмуловна живет в 2-этажном доме, где первый этаж, собственно, принадлежит ей, а второй – другой семье. По словам женщины, в мэрии говорят, чтобы получить соцжилье, нужно снести аварийный барак. Но возникает проблема с соседями. Якобы они против этого. Квартира Гузель Хатмуловны находится на 1-м этаже. Фундамент просел, и, как мы можем заметить, дом уже потихоньку падает. И не сегодня, так завтра на этой улице может произойти трагедия. Примечательно то, что сами соседи-то и не живут в этом бараке. Просто они пристроили рядом коттедж, поэтому так яро протестуют, говорит Гузель Валишева. Однако сами жильцы твердят обратное, но готовы пойти на диалог. Ничего мы не против, абсолютно ничего мы не против. Диалога между нами не было никогда. 2-й этаж это нам принадлежит. А сами там вы не живете? Ну, как можно жить, если мы построились? Как можно жить, если нам угрожало это? Мы построились и ни от кого ничего не требовали. А вот Гузель Хатмуловна не собирается сдаваться. Сейчас она судится с Уфимской мэрией. По ее словам, чиновники отказывают в предоставлении жилья, ссылаясь на решение Ленинского суда. Пенсия у женщины небольшая, из-за чего Гузель Валишева не может позволить себе адвоката. Поэтому в гражданском суде защищает себя сама. Сегодня прошло слушание, по результатам которого очередной процесс был перенесен на 7 апреля. Где до этого времени будет жить пенсионерка, пока неизвестно. Радмир Азнабаев и Артур Елаев. Новости. Уфа.